Урметлі сейіржілер, мультфильмны сейреттік, попилер ялдамаға кетті, біз есе өз яйнымызны девам етеміз. Бізні бұл güzel студияда пек мерақлы субет беклей. Сізні де беклей, сізді davetlісіңіз, келіңіз бераберлікте бұл субетке қошылайық. Әлбетте, әзіз телесейіржілер, мұны аңлағаныңыз кебайынды көз мевсімі, бөлі тойларымыз олып кече, ве оларда алып барыжылар ола. Бөлі ажайып мұсафырымыз бүгін біздің эфирімізде. Юлия Челебиева, хош келдіңіз. Салям алейкум. Расскажите, пожалуйста, как вот началось сегодня ваше утро? Сегодняшнее утро мое началось с будильника. Потому что... Непривычно. Непривычно, да, честно говоря. Потом, конечно, я выпила чашку ароматного кофе, поцеловала свою любимую доченьку, которая еще спала, и приехала сюда. И очень рада сегодняшнее утро начинать вместе с вами. А вообще вот эта профессия, ведущий на свадьбах, интересно, на самом деле, ну, как человеку, который ведущий в студии, вот как от ведущего на свадьбах. Расскажите, пожалуйста, вот в чем заключается ваша задача, ваша работа? Моя задача, вот конкретно на моих церемониях, да, свадебных, заключается в том, чтобы гости прочувствовали, точно так же и молодые, прочувствовали важность этого момента, да, создание семьи и объединились. И чтобы это все было очень трогательно и душевно, и чтобы этот день запомнился им, конечно же, на всю жизнь. Он, безусловно, запомнится им и так, но чтобы, видя, например, меня, они понимали, что вот я постаралась сделать так, чтобы они очень душевно это все прочувствовали и тонко. Интересно, а на самом деле обязательно быть психологом в этом деле? Мне кажется, да. Очень важно понимать и чувствовать людей. Иногда, знаете, на церемониях бывает такое, что вот у меня лично настолько эмоции зашкаливают, что вот чувствуешь, да, вот либо молодых, либо родителей, когда вот находятся на церемонии, такое бывает, настолько чувствуешь, что у самой появляется ком в горле и тяжело сдержать слезы. Потому что вот все люди, да, разные, кто-то более эмоционален, кто-то менее эмоционален, но есть люди, у которых эта отдача, просто энергетика настолько сильная, что вот правда зашкаливает. Ну это же как бы свадебное мероприятие, это же само по себе праздничное событие. А какие слезы? Откуда Ну там смотрите, мы же сейчас говорим о свадебной церемонии непосредственно, да, это как вот ЗАГС, как у нас в народе, ЗАГС, да? только в другом месте. Только да, в красивом на природе, месте. в красивом месте, с красивым оформлением, с красивым декором. С красивым ремонтом. Ремонт, да, пускай будет так. Слезы должны быть, слезы счастья. Представляю сейчас жениха в слезах. Бывает и такое. Бывает... На самом деле бывает. У нас есть момент на церемонии, когда жених и невеста говорят друг другу слова, да, то, что они чувствуют в этот момент, либо чувствовали во время встречи. Перед этим, конечно, я рассказываю историю их знакомства. То есть они полностью окунаются в ту атмосферу, которая была, да, до. То есть эти бесконечные телефонные разговоры по ночам, первые встречи, как они волновались, дрожь в руках, в коленях. И они начинают углубляться. Вы так, держитесь. Да, я сейчас просто в шоке. Вы сейчас себя женихом, да, представили? И они в это все окунаются, и вот тоже чувствуют это все, как будто вот заново переживают. И у них эмоции, то есть вся жизнь перед глазами, да, их совместная. И бывает такое, что когда я даю микрофон жениху, он от слез не может ничего сказать на самом деле. То есть это эмоции. Я вас приглашаю к нам на церемонию, чтобы вы это увидели. Я просто действительно хочу это увидеть, я хочу понять, чего там плакать, от чего там плакать. На самом деле интересно, а почему именно вот эта профессия? Вы знаете, я к этому пришла случайно, откровенно говоря. На самом деле, по образованию я бухгалтер. Ну, вот и весь секрет раскрыт, Деньги, да? все, я понял. Нет, потом... В свое время я танцевала в хореографическом коллективе 17 лет. То есть с культурой я была связана непосредственно. И меня пригласили работать в Дом культуры. То есть основной вид моей работы, я работаю в Доме культуры руководителем театрального кружка. Вот. И была свадьба, мы готовились к свадьбе моего мужа брата, и они попросили меня провести церемонию. Их церемонию. Для меня это, конечно, было очень неожиданно, потому что я никогда этого не делала. Но они вселили в меня уверенность в том, что я справлюсь.
Пришлось постараться, конечно. И вот с этого был толчок. Вот первая моя церемония прошла, вот, конечно, это было для своих, да, я очень волновалась, это понятно. Я ни на что не рассчитывала, я не собиралась, да, продолжать это, потому что у меня есть, да, основная работа, которая, в принципе, меня устраивает во всем. Но потом мне на следующий день позвонила Диана, ну, вот, которая организатор свадебного агентства, и предложила мне быть второй ведущей у них. Одна ведущая у них уже была, и она предложила мне быть второй ведущей. То есть, вот... Чтобы больше свадеб на себя оформить. Совершенно верно. Это все правильно. А ведете ли вы крымско-татарские свадьбы? Вы знаете, у меня преимущественно крымско-татарские пары. То есть я вот за эти 3 года, 3 сезона, которые я работаю... Вот правильное слово, сезон. Да, потому что сезон и год — это разные вещи, да. 3 сезона, которые я работаю, наверное, славянских пар у меня было всего лишь где-то 6, из которых вот крымско-татарских я даже, честно говоря, собью со счета. А в день одна церемония или может быть 2-3 сразу? Бывает и 2, и 3. Но у меня был такой плачевный опыт, когда я в один день взяла 2 церемонии. И перепутали. И просто нет. Дело в том, что молодые очень любят опаздывать, к сожалению. И вышла накладка. Да. Накладка. Получается, молодые второй церемонии ждали меня. То есть вот и я очень плохо себя чувствовала в этот день. Ну, потому что я, в принципе, это некрасиво и нехорошо, так не должно быть. Я это понимаю. И с этого момента больше одной церемонии в день я не беру. Ну, дабы подстраховать себя. А какие у вас самые яркие воспоминания от свадебного дня? Яркие Самое необычное, воспоминания. что было? Вот. У меня была церемония, когда предложение-церемония. То есть на церемонии парень делал предложение. Я вам сейчас расскажу. Пара была из Ростова-на-Дону. Он приехал сюда раньше, хотел сделать своей девушке предложение и тут же церемонию. То есть вот все это происходило буквально вот, да, за эти полчаса. Предложение и свадьба. Да, как Да это или должно нет? было выглядеть, я представляла слабо. Я тоже так Я тоже озадачилась. сейчас как-то задумался, как это... Но когда мы с ним встретились, он мне говорит: я не знаю, как это должно быть, но я вам доверяю. То есть дело в том, что он уже неоднократно ей делал предложение, и она говорила нет. Вот в чем был Ничего риск себе. наш. Да. И Какой она прилетела с Ростова, мы сделали все. Он сказал ей, что у него корпоратив на работе. Они поехали в то место, да, где мы договаривались. Они якобы там прогуливались. И в это время я начинала рассказывать историю их знакомства. Не называя имен, просто вот города какие-то, да, вот их вот эти сокровенные моменты, которые знают только они. И он говорит: пойдем посмотрим, что там происходит. То есть гостей нет, никого нет. Они все за кустами спрятались. Ну, чтобы она не поняла, что, ну, как бы она же знает друзей его. И когда вот я говорю, они подходят, и я говорю, конечно же, мы все догадались, что эта история этой прекрасной пары. И у нее такие глаза, и у меня страх, что она сейчас его ударит просто. Да, за то, что он в очередном... Ну, все прошло хорошо. Она сказала, да, мы провели тут же церемонию, что тоже для нее было неожиданно. Он подготовился вот от начала до конца. И кольца были, и свидетельство о браке было. То есть все как Ну, положено. она нормально хоть и выглядела. Она выглядела нормально, потому что он сказал, что это корпоратив. Я тоже думаю, сейчас придет в кедах и в спортивном костюме. А вот есть особенности какие-то вот проведения церемоний? Просто для меня обычно ассоциация ведущего на какой-то церемонии, например, на каком-то мероприятии, особенно ЗАГС или выпускной, или первый звонок, это обычно такая женщина, которая вот просто добром пытается взять. Сегодня в нашем замечательном зале вот просто 2 брачующихся. Вот наподобие такого у вас что-то есть, или вы просто спокойненько подобное? Очень спокойненько и очень жизненно. То есть без слов вот этих брачующиеся, эти страшные слова. Ну вот как бы мы стараемся их не употреблять. Иногда выскакивает молодожены, но вот я потом ловлю себя на мысли, зачем я это сказала. То есть вот, ну, стараемся вот такие слова, да, не употреблять, чтобы максимально отойти от ЗАГСа. Мы даже не вручаем свидетельство о браке. У нас нет процесса росписи как такового, да, вот. Единственное, что, когда мы встречаемся с парами, да, мы оговариваем этот момент.
есть такие, которые хотят, да, для фотографии расписаться, либо там вот для фотографии показать это свидетельство о браке. Но сейчас большинство, да, молодых людей, они вот больше в Европе. То есть мы тоже как бы идем в ногу со временем и стараемся как бы, да, вот, ну, от ЗАГСа максимально уйти, вот максимально. Хотя вот недавно у меня была церемония, и они захотели рушник даже стелить. То есть вот даже было такое. Как это было... А это когда наступить надо? Да, да, кто первый, тот и главный. Нужно Прям было от этого как-то всё грамотно, зависит. да, как-то грамотно внедрить это все, вот чтобы вот эта Европа, да, не спала, да, вниз. Вот, ну. А на крымско-татарском что-то говорите в конце? Да, в конце я говорю, ну, опять-таки, по желанию молодых, потому что это вот сугубо личное, и я, конечно же, об этом спрашиваю при встрече. Говорю стихотворение, да, как напутственное. Могу вам зачитать. Давайте. Можно я с телефона, потому что я на самом деле очень волнуюсь, я его знаю, В принципе, я его знаю всё наизусть, можно. на самом деле. Но, учитывая, что я волнуюсь. Ничего страшного, да, мы будем вот... Так, мы готовы. Так, вы мне скажите, как вас зовут? Нет, не надо, спасибо. Спасибо, давайте не я- надо. Нет, я на такой не подписываюсь. Я на Вы такой не боитесь подписываюсь. заплакать. Я не буду такого, я в таком не буду участвовать. Просто наверное, прочитайте, боитесь пожалуйста, заплакать. стихотворение. Ладно, хорошо. Бүгін сіздің тойыңыз, гүлнен толсын eviniz, бақытлы өмір құрыңыз, бір-біріңізді севіңіз. Вот такое напутственное стихотворение я читаю им в конце. И потом, конечно же, после него у меня поздравляют все гости, молодую пару с рождением их новой семьи. Ага. В общем, вся церемония занимает не больше 15-20 минут. 15. Ну, опять-таки, в зависимости от того, что хотят молодые. Потому что бывает и капсулу времени они любят вот очень. И Ой, песочные церемонии вот тоже практикуются. То есть вот в зависимости от того, какая история знакомства у них. То есть плюс-минус там минут 7. Вот где-то. Да, интересно. На самом деле, очень многое вы нам сегодня рассказали и очень многое не рассказали. Очень много не Да. рассказала, да. Но сейчас, к сожалению, ну, время наше немножко поджимает. Для наших телезрителей что-нибудь пожелать? Куда мне смотреть? Вот, камера, Я хочу как вы пожелать хотите. телезрителям мира вашему дому, добра, и чтобы всегда помнили о том, что самое главное в жизни профессия – быть человеком. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Да, келеміз. Урметлі сейірчілер, біз яйынымызны девам етеміз. Бізім Невбетекі пек мерақлы левхамыз бар, оны сейретмеге керек. Асылы ады пек мерақлы. Кел оны сейретейік, бераберлікте әркез, урметлі сейірчілер, әркез дәветлі Невбетекі рубрикамыз сізлер үшін.